Добрый день, дорогие друзья! Продолжаем занятия по сотворению чудес исцеления жизни по книге Кеннета Вопника «Курс чудес». И начинать занятия по трансформации к правильному видению реальности надо обязательно сначала, то есть с видео, которое называется «Введение. Первый урок» на моем канале. С вами Людмила Киреева, автор проекта «Энергия жизни. Матрица судьбы». Сегодня у нас 72-й урок на пути к чудесам вашей жизни. И идея урока такова. Обида есть нападение на Божий план спасения. Даже признав, что план спасения, который нам предлагает эго, есть противостояние плану Божьему, мы, однако, не делали ударения на то, что это план – активная атака на Божий план и целенаправленная попытка его разрушить. В этой атаке Бог наделяется чертами, ассоциируемыми с эго, а эго, в свою очередь, приобретает характерные для Господа черты. Самое неуемное желание эго – стать замещением Богу. В сущности, эго и есть физическое воплощение этого желания. Кажется, именно это желание окружило разум телом, храня его и отстраненным, и одиноким, и неспособным к общению с другими разумами иначе, чем через тело, созданное, чтобы разум заточить в неволю. Ограничение общения – не самый лучший способ его разрешить, но эго желает тебе верить в обратное. Если попытка сохранить ограничения, навязанные телом, разуму, довольно очевидна, то не совсем понятно, почему обида есть атака на Божий план спасения. Но прежде нужно разобраться, что за причины вызывают в тебе обиду, не связаны ли они всегда с активностью тела. Тебе пришлось не по душе высказывание такого-то лица. Его поступок вызвал неприязнь. Своим поведением он выдал свои личные, полные ненависти мысли. Но в данном случае ты не имеешь дела с тем, кто этот некто есть в действительности. Напротив, ты озабочен только тем, как поступает его тело. Мало того, что ты не помогаешь ему избавиться от ограничений тела, ты активно связываешь его с телом, путая их и судя в единстве. В этом и заключается атака на Бога, ибо если Сын Божий – тело, то телом должен быть и Бог. Творец не схожий со своим творением немыслим. Если Бог — это тело, то каков же его план спасения? Чем, кроме смерти, он может быть? В попытках представить себя автором жизни, а не смерти, Бог видится обманщиком, лжецом, скорым на ложные обещания, дарующим иллюзии вместо истины. Очевидная реальность тела делает подобное воззрение на Бога весьма убедительным. По сути, будь тело реальным, подобное заключение и вправду было бы не избежать. А каждая обида настаивает на том, что тело вполне реально, и значит полностью пренебрегает тем, что есть твой брат. Обида укрепляет твою веру в него как в тело и осуждает его за это, и подтверждает, что его спасением должна быть смерть, проецируя эту атаку на Бога и возлагая на него ответственность за это. На эту тщательно приготовленную арену, где звери алчные рыскают в поисках добычи и куда милосердие не вхоже, эго приходит спасать тебя. Бог сделал тебя телом. Что ж, отлично. Примем это и возрадуемся. Будучи телом, не отказывай себе в том, что оно предлагает. Возьми ту малость, что можешь получить. Бог ничего тебе не дал. Тело — единственный спаситель. Оно смерть Бога и твое спасение. Такова универсальная вера видимого мира. В нем одни ненавидят тело, стараются его унизить и повредить ему, другие обожают, славят, возвеличивают тело, но покуда оно остается в центре твоей концепции собственного «я», ты нападаешь на Божий план спасения и остаешься преданным обидам на него и на все творение, лишь бы не слышать гласа истины и не приветствовать его как друга. Тобою выбранный Спаситель занял его место. Оно твой друг, а Бог твой враг.
Сегодня мы прекратим эти безумные атаки на спасение и постараемся его приветить. Твое опрокинутое восприятие губительно сказалось на внутреннем покое. Ты видел себя в теле, а истину снаружи от себя, сокрытую от твоего сознания телесными ограничениями. Теперь мы постараемся взглянуть на это по-другому. Свет истины в нас, иначе говоря, свет там, куда Бог поместил его. А тело полностью вне нас, оно нас не беспокоит. Быть без тела значит быть в нашем естественном состоянии. Узнать свет истины в себе значит признать себя такими, какие мы есть. Увидеть свое «я» вне тела значит положить конец атаке на Божий план спасения и принять его. А там, где принят его план, он и осуществлен. Цель наших продолжительных упражнений сегодня — осознать, что Божий план спасения в нас уже осуществлен. Для достижения этого необходимо заместить атаку на Божий план спасения принятием его. Покуда мы нападаем на него, нам его не понять. Следовательно, мы нападаем на то, чего еще не понимаем. Теперь мы сделаем попытку оставить свои суждения и спросим, что есть Господний план спасения? Что есть спасение, Отец? Я этого не знаю. Ответь мне, чтобы я мог понять. Затем в безмолвии мы подождем его ответа. Мы нападали на Божий план спасения, не дожидаясь ответа на вопрос о том, что он такое. И о своих обидах мы кричали так громко, что заглушали его голос. Мы пользовались нашими обидами, чтобы закрыть глаза и заткнуть уши. А ныне мы желаем видеть и слышать и постигать, что есть спасение, Отец. Спроси, и ты получишь ответ. Ищи и обязательно найдешь. Мы более не спрашиваем эго, что есть спасение и где его искать. Этот вопрос мы обращаем к истине. Поэтому не сомневайся, что будет истинным ответ благодаря тому, кого ты вопрошаешь. Почувствовала, что убежденность твоя идет на убыль, а еле теплящаяся надежда на успех и вовсе исчезает. Повтори свой вопрос и свою просьбу, помня, что спрашиваешь ты у бесконечного Творца бескрайности, сотворившего тебя себе подобно. Что есть спасение, Отец? Я этого не знаю. Ответь мне, чтобы я мог понять. И он тебе ответит, только будь полон решимости его услышать. Одного или двух коротких периодов упражнений в течение часа будет достаточно на сегодня, поскольку они продлятся несколько дольше обычного. Эти упражнения должны начинаться так. Обида – это атака на Божий план спасения. Дай мне принять его взамен обид. Что есть спасение, Отец? Затем минуту-другую побудь в молчании, лучше с закрытыми глазами, и жди его ответа. Это все на сегодня, друзья. Подписывайтесь на канал. До встречи в следующем видео.